Это программа «Между тем» и я, журналист Дмитрий Аргунов. Для сдерживания необоснованного, даже в условиях санкций, роста цен в республике действует частичное государственное регулирование в виде утверждения предельных торговых надбавок к ценам на социально значимые продукты питания. Данным правом, предоставленным районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченным сроком завоза грузов, правительство Республики Саха-Якутия пользуется давно и в полной мере. Запрещено необоснованное превышение установленных торговых надбавок на включенные в перечень социально значимые продовольственные товары. Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха-Якутия осуществляет контроль и проводит мониторинг цен. Запущена горячая линия, в том числе через единый номер 122, на которую жители республики могут сообщить о повышении цен на продукты питания, лекарства и другие регулируемые государством цены и тарифы. Также можно сфотографировать ценник, кассовый чек, данные магазина и о фактах завышения цен на социально значимые продовольственные товары направить через сайт, соцсети и мессенджер органа. По жалобам граждан проводится административное расследование. К нарушителям применяются административные пока меры, предупреждения и штрафы. Федеральная антимонопольная служба России внимательно следит за ценами. Запрещены необоснованное повышение цен, злоупотребление доминирующим положением на рынке, картельные и ценовые сговоры. Заметив нарушение законодательства, ведомство незамедлительно принимает меры от предостережений до возбуждения антимонопольных дел. С момента введения санкций по республике возбуждены уже десятки административных дел. И столько же, если не больше, на подходе. И о хорошем. Есть сигналы о снижении цен на топливо и металл. Это к слову. До встречи.